Жизнь дается многим, а старость избранным. Элеоноре Казмиде 87 лет. С утра она принимает искренние поздравления от друзей. Отмечать не планирует, так как для нее день рождения – обычный день в году. Моя подруга Далила. Ну, почти никто не знает. Чем дольше живешь, тем меньше людей приходит к тебе. С этим надо считаться. Наверное, так это и бывает в жизни. Никакого фетиша не делаю. Но есть, у всех есть. Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. Гречанка по национальности Элеонора Казмиде родилась и выросла в Абхазии. С отличием окончила школу, консерваторию и Сухумский пединститут. Более 50 лет была педагогом по классу фортепиано в Сухумском музыкальном училище. Около 10 лет преподавала английский язык. И сегодня, в свои 87, Элеонора Павловна не теряет любознательности и тяги к знаниям. Умненькая, способная, яркая. Я писала стихи, я сочиняла музыку. Я стремилась развиваться сама. Отец, я помню, когда сначала я мучилась, очень трудно было после нашей школы попасть в консерваторию. И тогда брали деньги. Отец не мог позволить, у него не было, он был обыкновенным шофером. Проходит время, я поступаю в консерваторию на заочное. Но я поехала, жила там работала, устроилась, потому что нужно было. И ходила на уроки, ходила на лекции кое-какие, ходила, те, которые мне нравились. Но попала я на урок английского языка. И мне учительница говорит: назовите алфавит. А я не знаю. Мне так стало стыдно. Вот, наверное, вот этот стимул от незнания. Я приехала домой, здесь наверху на горе жила прекрасная учительница, Дворянская Вера Павловна. Я сказала: мама, я хочу английский язык изучать. Вот у меня, видите, как получалось? И во многом вот так. Не знала, училась и познавала. Предки Казмиде бежали в Абхазию от геноцида греков в Турции и поселились в Цибильде. По ее словам, жили в Мрамбе до тех пор, пока Берия и Сталин не решили, что надо выслать греков в Казахстан. Элеонора Казмиде всегда считала справедливой борьбу абхазского народа за свободу, поэтому отстаивала права абхазов говорить на родном языке, соблюдать традиции и развивать национальную культуру. Именно за эту позицию Элеонора Казмиде не раз подвергалась гонениям. Своим принципам она осталась верна и во время Отечественной войны народа Абхазии. Очень тяжело. Вот здесь жили соседи, бенгрельцы или грузины, не знаю. Я вышла, они через окно сверху залезли, зная, что моя мама больная, не вставала. Да, она лежала, оставили записку. Там кое-что поломали мне, мы тебя убьем. Оставили записку. Здесь жили бенгрельцы. И вот собрались, много их было здесь. Не знаю, человек 30-40. Вот там, во дворе. И решили меня судить. Как могли, меня оскорбляли, все сказали, чтобы я к абхазцам не приближалась и так далее. Все. И Ляля Маргани, моя соседка, она тогда прибежала, была здесь. Она сказала: Эля, знаешь что, ну ты слабая женщина, мама у тебя больна, давай я тебе пришлю парня одного. Она его знала хорошо. Все-таки, говорит, как-то, мужчина в доме. Ну, вот в этой комнатке он и жил. Ну, как, приходил, он Вайтгылера вел, какие-то записи вел, я не помню. Бумаги у него были. Элеоноре Казмиде было 55 лет, когда началась Отечественная война народа Абхазии. 5 сентября 1992 года Элеонору Казмиде арестовали и посадили в камеру, затем перевели в карцер. Женщину держали в ужасных условиях. Так она провела долгих 98 дней. Я уже была, понимаете, пятном. Вот в этом районе, и не только в районе. 5 сентября, это я запомнила, пришли с обыском. Я же вроде бы как враг грузинского народа. Пришли меня обыскать. А я идиотка. У него записи были. Мне надо было вот бросить туда.
Ну, не сообразила. Все время прибегали боевики. Я не знаю, как это назвать. Но они были в военной форме и с ружьями. И вот так меня наставляли, и оскорбляли, кричали. Я там сидела. Потом вдруг я увидела, что дверца, в которую меня завели, замок открыт и ключик рядом. Ну, я не знаю, может быть, специально. Если бы кто-то мог бы и туда ворваться, я взяла, закрыла, спрятала. Потом, когда появился какой-то там в чине, я сказала, возьмите этот ключ. Ну, может быть, они сделали специально, чтобы я побежала, но я не стала бежать, потому что это могло плохо закончиться. Я понимала. Мысль о том, что дома осталась тяжелобольная мама, помогла Элеоноре Павловне выдержать испытания и не сломаться. И мне приносили бумаги. Абхазцы очень много делали для того, чтобы меня вызволить из тюрьмы. Вплоть до того, что уже в самом конце, незадолго до того, как меня должны были выпустить, приехала сюда большая комиссия. И вдруг меня среди ночи вызывают. Это наши абхазцы добились. Захожу, их много. Но я смотрю лица, я уже привыкла, что на меня смотрят со злобой, с ненавистью. Ой, особенно был отвратителен следователь, тоже должна рассказать немножко о нем. А эти нормально. Тут же я набралась. Вы знаете, я вот молодец, за все время я не сдалась. Я когда увидела, что можно говорить, он говорит, расскажите. И я как пошла. По ее словам, грузинский журналист Саша Берулава предлагала ей сказать на телевидении, что это абхазы подожгли ее дом, но свалили на грузин. В общем, свалить на абхазцев. И меня выпустят. Но я очень хотела выйти, но я не согласилась. Был суд. Вот после суда мне дали год условно. За свою жизнь этой хрупкой женщине пришлось пережить много горя. И все эти испытания не прошли даром. Сегодня она часто жалуется на плохое самочувствие. У нее слабое сердце. Но своему принципу всегда помогать тем, кто в беде, она никогда не изменит. Шазина Ханагу, Рамо Камке, Абхазское телевидение.